Всем здравствуйте! Сегодня 27 октября. Жители города Саранска пришли в прокуратуру Республики Мордовия подать заявление по отмене QR-кодов, которые у нас ввели с 15 октября. Вот посмотрим, как нас примут. Мы пришли на прием. Здравствуйте. Мы пришли на прием, хотели бы встретиться с главным прокурором и донести наше чаяние. С главным прокурором каким? Ну, самым главным. Щербаков, наверное. Щербаков сейчас да. в отпуске. А кто за него? Его прокурора Иванов Александр. Добрый день. Наш помощник прокурора Здравствуйте. по рассмотрению обращений и приему граждан Беляев Дмитрий Анатольевич. Сегодня прием осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Иванов Александр Сергеевич. Кто на прием? Мы все. Всем. Нечаянно Все на собрались. прием. Да. Значит, тогда вас всех и примем. Очень Суть хорошо. вопроса в чем? Мы пришли подать заявление о том, что нарушаются наши права, конституционные законы Российской Федерации. Хотели бы донести до прокуратуры, когда надзорного органа, об этих Хорошо. нарушениях. Кто первый пойдет? Мы бы все хотели вместе. Все вы. Всех, Ну, да. всех мы Одному по одному примем с учетом коронавирусных ограничений, поэтому, если можно, уж, пожалуйста, масочку оденьте. Ну, вопрос, а что Пожалуйста. там, ограничения Мы вас какие? всех сегодня примем. А Всех. нельзя нам вместе? У нас вопрос один. У нас общий один вопрос. Вы можете, Мы вас с нами примем встретиться? по одному человеку. По одному уж, пожалуйста, пойдите нам, пожалуйста, навстречу, хорошо? Ну, вы лучше нам пойдите, нас больше. Ну, Встретитесь нам, пожалуйста, Вы, сразу. пожалуйста, масочки уж будьте на добры, 1,5 оденьте, метра пожалуйста. встанем. Мы просто Маски-то оденем, не разговариваем. проблема. Хорошо, Да. примем. Ну, давайте Мы хотели бы сообща. все вместе, давайте Я все сейчас до вместе. руководства дойду. Да. спущусь. Да, хорошо. Интересный факт. Нас на улице принимает. А по какой причине? Во-первых, Можете узнать, как вас зовут? конечно, Это, видимо, давайте. Вы представьтесь сначала, Иванов Александр Сергеевич, исполняющий обязанности прокурора республики. Александр Сергеевич. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, а почему на улице принимаете граждан? Я так понимаю, вот старший помощник прокурора республики Мгм. мне доложил о том, что вы против соблюдения ограничений. Да, совершенно Но верно. на территории Российской Федерации, так же как и на территории субъекта, который включен в Российскую Федерацию, действуют ограничения. У вас действуют QR-коды? прописано, что вы можете только по одному То есть у вас проходит только с QR-кодами? Давайте, во-первых, без QR-кодов, во-вторых, Ну. достаточно маску. Но у нас Вы же есть не- маски. Ну, а вы маску хотите брать? Конечно. Мы же не против были масок. Давайте тогда я вас приму всех в маске. Ну, конечно, давайте. Друзья, нас приняли в прокуратуре. Вот комната приема граждан. Ну что, слушаю вас. Александр Сергеевич, мы пришли, вот как бы вот мы граждане нашей республики, пришли как, значит, прокуратуру как надзорный орган. Так ведь? Вы центральный, значит, с Москвы, Генеральная прокуратура, действуете в республике как надзорный орган, естественно. Вы должны контролировать исполнение всех нормативов, которые, значит, у нас приняты в стране. Естественно, это Конституция, федеральные законы и так далее по иерархии. Вот. На данный момент у нас в 78-й указ главы введено, значит, изменение 298, по-моему, Угу. вот, которым, значит, решили ограничить население республики в определенных правах. Вот, значит, введением QR-кодов. Во-первых, сразу как бы оговоримся, я смотрела словарь Ожогова, все русские наши словари, и почему-то вот это вот слово QR-код в русском языке не значится. Хотя по нормативам актов, да, нормативных актов, у нас говорится, что все наши законодательные, значит, акты должны быть составлены на русском языке, естественно, и русскими словами. Сразу, да, значит, у нас вопрос, что такое QR-код? Я не знаю его обозначения, как он расшифровывается.
Вообще, вот, допустим, берем, допустим, слово английское там table, это стол, а QR-код, что это такое? Нигде я не нашла, в Википедии смотрела, тоже не нашла. Во-первых, это уже как бы нарушение составления, грамотного составления, юридически грамотного составления, значит, постановления в 78-й указ главы республики. Вот, это, значит. Потом, мы знаем, что Конституция у нас, естественно, существует, по которой вы работаете, вы живете, мы работаем, мы живем. И нам эта Конституция, то есть все говорят, и надзорные органы, и ненадзорные органы, и правоохранительные органы, что нужно соблюдать эту Конституцию. Мы согласны, мы соблюдаем. Так почему же Конституцию у нас не соблюдает руководство? Это мое личное мнение, мое личное, как бы я полагаю, на руководство республики. В Конституции сказано, что вообще сегрегацию населения не имеют права, дискриминация, сегрегация вообще запрещена у нас. Как в России, так и в нашем субъекте. И вы, в принципе, как надзорный орган, я так полагаю, вы должны были сказать, это, извините, пахнет сегрегацией, это нарушение Конституции. Но мы этого не увидели, не услышали. В итоге сейчас, вот, допустим, с 15 числа начинается эта сегрегация и дискриминация, по моему мнению. Вот. Так как вот я пришла в парикмахерскую, меня не обслужили. Давай QR-код. Я говорю, ну извините, давайте я вот напишу вам Нюрнбергский кодекс 47-го года. И вот вам будет мой QR-код. Вы не забыли ли, что там сказали? Конечно, это слишком громко сказано, там про Нюрнберг и так далее, это пафосно, да, звучит. Но мы к этому возвращаемся, получается. Где же наши надзорные органы? Мы не понимаем, почему это сейчас вот в этом нас ограничили. Там обойдемся мы там без парикмахеров, без театров, там мы обойдемся, ладно. Будем читать книги, будем возвращаться к нашим русским истокам. Хорошо. Но послезавтра это будет не кинотеатры, извините. Да. Это будут магазины, промышленные тоже уже, как говорится, как-нибудь мы здесь потрем, здесь подошьем и так далее. Но потом будут продуктовые, а потом будут дети, а потом будет школа, а потом будут университеты или там, как это, садики будут. А эти прививки еще не знаю. Гинзбург сказал, извините, но через год вы должны еще раз привиться, там ревакцинацию должны делать. А потом после ревакцинации там еще нужно поддержать. Но это я уже возвращаюсь Но без этого тогда у нас не будет этого QR-кода. Если мы не ревакцинируемся, не там следующий, вот сейчас от гриппа обязательно надо ввести, потом от полиомиелита сейчас детей начнут, и везде пахнет QR-кодом. Где же тогда наши надзорные органы? Но это ладно, еще, как говорится, не то, что мало, это очень возмутительно, это нарушает все наши права. Но я что хочу сказать. А мы о своих детях, о своих внуках-то вообще подумали или мы не подумали? Начинается с малого. Начинается с малого. И QR-код, скажите мне, пожалуйста, еще вот такой аспект. Куда нужно приклеить QR-код, извините за пафосность, чтобы он меня загородил от вируса? Вот куда я должна этот QR-код? У меня вот будет QR-код, потому что я вот месяц назад болела, да? Мне там дадут или что, просто я его получать не хочу. Но куда мне его надо приклеить? Сюда, сюда, извините, сюда, чтобы я себя оберегла от вируса. И пошла в театр, например. Ну, вы же подменяете понятие. Ну хорошо, хорошо. Куда я должна его? Он может меня спасти. Я не подменяю понятие. Может он меня спасти от вируса? Можно я ознакомлюсь с обращением? А? С обращением ознакомиться. С документом. Пожалуйста, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Мы можем дискутировать долго. Да, ну хотя понятие очень много уже подменено, Александр Сергеевич. Что-то без этого уже. Смотрите, во-первых, это требования по всей России. Вы понимаете, что это во всем мире. Ну вот для меня не затруднительно поставить прививку. И вот он мой QR-код. А нам затруднительно. А что тогда? Это мой выбор. Ну да, По одному. Вы же здесь 9 человек не для того, чтобы закричать меня, да? 7-9 тронули. Конечно, подождите, ну за живое тронули. Зачем
зачем осложнять отношения, которые и так осложнены уже этой пандемией? Очень сложно. А я вам говорю, что если я сам переболел, Ну, болезнь вот, есть, я пандемия. переболел, так а если это уже массовый характер обрело и по всему миру, что это Смотрите эпидемия? статистику, мы даже на эпидемию не Ну, дотягиваем. понимаете, вот вы немножко чрезвычайная ситуация заточены уже есть, да. на то, что вы отвергаете, а вы пропустите это через себя и попытайтесь А вы понять. пропустите наши Вот. требования и Что-то попытайтесь не тоже понять, У нас что по 17 Конституции годов вакцинация лет добровольная. Вот Провели я вам, оптимизацию больниц, сделали вместо 10 одно. Я Туда вам- всех больных сгрузили, и теперь кричат: ой, у нас вот пандемия. Смотрите, давайте не заводите в то, что где я некомпетентен. Вы Ну, мы сейчас за вас понимаете учились всё. вопросы по линии Минздрава, и я сейчас отвечаю за прокуратуру, и в том числе вот как гражданин, Александр я Сергеевич, мы поставил понимаем, прививку вы и понимаю, используете что... свое право, вы используете Вот. свое право, вы поставили прививку. Вот, Но у нас мы есть право в не этой поставить части. прививку, понимаете? Вот У смотрите. меня есть медицинские отклонения, например, у меня много хронических заболеваний, да? Я, Но почему мне в поликлинике не дает вот это ну, вот, вот смотрите. Вот сколько опять я же, могу, то если только умереть, Есть, тогда мне скажут, да, ей нельзя было ставить прививку. Ну смотрите, вот вы же опять начинаете подменять в угоду себе. Я ничего Я вам не говорю, понимаю. первое, Я это те, говорю кто делает конкретно. прививку. Ну, Пусть ну, делают, раз хотят. научитесь, Да. научитесь слушать коллеги, граждане, товарищи, вот, каждому, кто как хочет, вот, обращаюсь ко всем, да, вы научитесь слушать и прежде всего слышать. Я же, ну, Давайте об этом внимательно, потом поговорим. без перебивания. Вот. Я по каждому научиться. обращению, ну так вы же ко мне пришли. Да, только мы Значит, сейчас хотим должно обсудить быть, вас нормы закона. Диалог же Вы же, должен быть. ну да, вот мы Диалог дальше же должен диалог. быть. Ну, так, а- Есть нормы закона, Конституции, которые нарушили, мы их прописали. Вот смотрите, вы прописали, Да. и хотите от меня то, что прописали, услышать прямо сейчас. А Вы я нет, вам мы могу вашу сказать, точку зрения хотим есть услышать. 59-й федеральный закон, который четко регламентирует о порядке рассмотрения обращений граждан в Да. Российской Федерации. Мы его Четко читали. регламентирует. Вы вправе обратиться с обращением, заявлением жалобы, Да, и в установленные сроки, Всё не позднее верно. 30 дней, вы Здесь мы получите согласны ответ. с вами полностью. Поэтому те пункты, которые вы здесь все изложили, мы, безусловно, их внимательно оценим, и я подпишу, поскольку вы у меня на личном приеме, как первого заместителя прокурора республики, в настоящее время исполняющего обязанности прокурора республики, мы дадим вам объективный и мотивированный ответ. Дальше мы же не будем балаган устраивать из личного приема, все-таки это официальное мероприятие, правильно? Ну, Я к вам балаган вышел, нет. с пониманием подошел, потому что это моя обязанность каждого гражданина, человека, принять, объяснить. Если человек не понимает, это тоже его же право не понять, это же не обязанность. Ну, мы вам в данном Есть случае- вышестоящие руководители у Мы меня. были в Краснову, в Генеральной прокуратуре, ездили 15 сентября. И туда. что, Игорь Викторович, вам? Не сам лично, а те прокуроры, которые мы беседовали, нам не привели ни одно нормативно-правовое. Я вам А? сейчас говорю, что мы это все изучим, оценим. Я же не консультант, не ходячий Ну, мы тоже просто пришли Мне надо донести посмотреть вам наши нормативно-правовые чаяния. акты. Я понимаю ваши чаяния. Поэтому пандемии Они нет, есть у нас- болезнь. Слушайте, ну, Просто наши права нарушены. У нас Есть должен быть независимость, выбор. есть Вот в этой экспертизы части- независимые, которые об вот в этом этой говорят. части мы дадим оценку. Чрезвычайной ситуации тоже нет, не объявлено, понимаете? Есть организационно-распорядительные документы, вы все их прекрасно Ну, знаете. Они нарушили Конституцию. Юридически, я думаю, вы подкованы. Они нарушили Конституцию. Александр Сергеевич, они нарушили Конституцию. С Конституцией продолжает оставаться основным законом в нашей стране. И были это грубо нарушено. И мы перечислили, какие именно законы, какие пункты, по каким статьям произошло нарушение Конституции. И мы пришли до вас донести эту информацию, если вы вдруг об этом не знаете. Так я вас услышал. А вот давать мне оценку, знаю я это или нет, мне, пожалуйста, не надо. А мы Я не это оцениваем. воспринимаю Мы как доносим провокацию, понимаете? Мы доносим вам нашу Я позицию. эту позицию, я в этой части эту позицию, я же вам сказал. Ну, Я принимаю, вы можете все обращения мне сдать. Да, А зарегистрировать Нет, нам нужно Мы в зарегистрировать, этой чтобы вы нам части все зарегистрировали. зарегистрируем, Да. да? Вы, соответственно, подождете. Еще там моменты. Поскольку здесь вопрос у нас тоже есть свои ограничения, и мы подчиняемся приказам и распоряжениям генерального прокурора, Мы были. поэтому здесь
части мы изучим, дадим оценку, посмотрим практику других регионов. Зачем И- нам практика других регионов? Ну, Давайте даже- здесь наводить порядок. Давайте. В нашем регионе. Давайте. Быть примером для других регионов. приехали, Могу вам да, также сказать, что, вы вот, назначили например, в наши Пензенской регионы. области указ губернатора был отменен по QR-кодам. Понимаете? А это же, ну, вот вы только меня ориентируете, надо наводить практику в других регионах и приводите Ну, Пермь. вот Так вы начали просто об этом говорить. Мы вам поддержим вашу названную тему. Нет, так вы же опять же сказали, зачем. Ну, слово Да, зачем да, воспринимается мною как сомнение. Нет, предложение. Мы предлагаем. Предложение, Да, вопросов предлагаем навести порядок в нашем Но вы регионе. должны помнить. И не ограничить Вы наши должны права. помнить, так же, как и я. Давайте конструктивно Да, Александр Сергеевич, взаимодействовать. я с вами полностью согласна, это самое главное. Мы надеемся, что никаких преследований в наш адрес в связи с тем, что мы обратились в прокуратуру с этим, не последует. Слушайте, ну, вы же понимаете, вот, вы понимаете, что на сегодня Кодекс об административных правонарушениях есть статья 20.6.1. Мы знаем, вот это. Ну, мы же не пользуемся этими полномочиями, хотя можно было и по-другому этот вопрос поставить. Зачем я, государственное лицо, должностное, вышел к вам, вы пришли за какой-то проблемой, обозначить ее. Моя обязанность выслушать ее, разобраться и дать вам ответ. Ну, очень хорошо. Если вы просто заручились если этот еще раз. ответ вас не устроит, но есть вышестоящие инстанции. Ну, мы Понимаете? надеемся, что Вы вы можете согласны. обжаловать ответ в судебном порядке. Можете написать генеральному прокурору, поскольку я этот ответ буду подписывать как лицо, скорее всего, исполняющее обязанности прокурора республики. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, и зачем здесь? Ну, вот и хорошо. Если вы заверяете, что это все А будет вот, по норме закона, это хорошо. так вот. Никаких преследований в наш адрес не будет осуществляться. За что? Давайте А вот за то, определимся что мы сразу. осмелились, За то, что вы пришли, осмелились сказали, и пришли. да. Это Вот ваше наш право. рисков, вот Это меня на ваше работе, право. вот меня на работе уволили за это. Ну, Понимаете? вы Просто очень можете- все красиво Вы придумали, можете сказали. написать обращение. А все мы очень красиво разберемся. придумали. Параллельно я вам разъясняю, вы по поводу незаконного увольнения вправе обратиться Вы знаете, в суд. все очень можно, как говорится, придумать формулировки разные. Поэтому я, исходя из этой практики, Смотрите, я вам говорю разъясняю данный ваши вопрос. права, соответственно, это ваше право, либо обратиться ко мне, как к прокурору, либо обратиться с исковым заявлением в суд, для того, чтобы права были восстановлены. Мы здесь никому не препятствуем. Но если И, вдруг после этого последует, мы придем к вам и вам об этом расскажем. ну, если вдруг что-то, Да. как вы посчитаете, Да. последует, Да. вы Да. обязательно Сразу, приходите да, и хотим предупредить ставьте об меня этом. в известность. Да. Вот и все. Потому что мы уже проходили. Понимаете, через мои двери всегда для народа и граждан открыты. Замечательно. Я для этого приехал Замечательно. сюда работать. Это очень хорошо. Мне президент по представлению генерального прокурора доверил определенный участок работы. Назначил меня первым заместителем прокурора республики. Это достаточно очень высокая должность. большая ответственность Конечно. возложена на мои плечи. Конечно. Поэтому другого, как идти вперед с целью восстановления нарушенных прав, если они, конечно, Замечательно. нарушены, у нас нет. Замечательно, Александр Сергеевич. Мы вас Всё. полностью здесь поддерживаем. Все, Права должны быть восстановлены. Еще есть какие-то Да, у вас да. вопросы? У меня вот еще, знаете, что есть? Постановление главы, почему я бы еще хотела посмотреть, чтобы вы обратили внимание на указ. Вот, Здесь когда это написано? да, здесь это не написано. Почему он не подписан? Со дня подписания, этот указ должен действовать со дня подписания главой. Вы в этой Указ части сам не запишите, подписан. то есть смотрите, вы можете письменно обратиться, либо мы с ваших слов Мне сейчас просто составим хочу, чтобы она карточку еще обратила внимание. личного приема. И Ну, мы забыли это вы, написать. соответственно, заявительницу к себе сопроводите в кабинет, составьте карточку с ее слов, и карточку мне положите в почту. Я Хорошо. поставлю на контроль и рассмотрю это обращение. То есть, понимаете, непонимание возникает только тогда, когда двери закрываются. Когда они открыты, всегда можно найти золотую середину решения этих вопросов. Всегда. Я так воспитан, так в меня вложили мои руководители, так я и Это замечательное следую. качество. Да. Ты предложил золотую середину. Мы тоже ее пришли, Но как говорится, придерживаемся. поймите еще одно, что мы осуществляем надзор за соблюдением законов, правильно? Да. Ну, И поэтому мы даем этому оценку. Замечательно. Все. Замечательно. Все. Еще что-то
Есть? Оставшийся документ, да? Ну да, мы сейчас создадим нашу Вы все давайте, соответственно, зарегистрируйте сразу же, чтобы у заявителей на вторых экземплярах были подписи о том, что мы приняли эти обращения. Сразу же, не дожидаясь 3-суточного дня, как это по инструкции положено, зарегистрируйте сегодняшним числом и положите мне в почту, я распишу. Кому это? Все? Даже вы отнеслись с пониманием и не стали меня морозить. А почему вы? Мы всегда с пониманием Но относимся. я и говорю, что... Ну, мы же стараемся соблюдать Конституцию и российские законы. Поэтому мы Поэтому Я мы с понимаем. вами одна постарался- цель. Поэтому мы и пришли, чтобы и Вот вы, как я надзорный объясню. орган, тоже поняли нас и Указ читали это Конституцию. отменили. И дали возможность Мы почитать. надеемся, что отменят, и чтобы Знаете, не было социального неравенства, понимаете, не очень приятно. У меня маленький ребенок, я не могу сейчас с ним пойти, например, в кинотеатр «Кружку». Почему? Почему? Дайте Я нам не хочу вакцинироваться. Ну, У меня должно быть право выбора. Вы вакцинировались, а я не хочу. Почему я должна, почему у меня QR-код должен вынуждать вакцинироваться? Чтобы я сходила в парикмахерскую, чтобы я сделала ногти, чтобы я занялась спортом. Спорт укрепляет наш иммунитет. А нас лишает возможности заниматься спортом. Почему? Ну, вы правильно рассуждаете. Вот, я надеюсь, что мы поймем друг друга. Есть организационно-распределительные документы, которые в том числе и регламентируют вопросы с QR. Не надо права граждан ущемлять. Не надо. Все остальное подзаконные акты. Мы уже повторяемся, да? Да, повторяться не будем, закрепляем. Все, весь Спасибо разговор. большое. Надеюсь, что мы Слушайте, найдем это моя обязанность. За что говорить спасибо? За то, что я должен и так хорошо очень работать. хорошо. Ну, вы сами подумайте. Выполнять свои обязанности. Не все их выполняют.